Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта. Национальная вещательная компания «Саха» приглашает вас всех к просмотру заключительного дня чемпионата Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. За всем происходящим на главной спортивной арене республики будем наблюдать вместе с вами я, Власий Сергеев, и ветеран спорта, большой любитель настольного тенниса Василий Трифонович Данилов. Добрый день, уважаемые телезрители. Спустя 5 лет у нас проводится чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Это для нас большое событие, потому что любители настольного тенниса, мы долго ждали этот день, и долгожданный день наконец-то наступил. Мы, болельщики настольного тенниса, каждый день приходим в этот уютный спортивный зал Дворца спорта и с удовольствием наблюдаем за игрой известных мастеров малой ракетки всего Дальнего Востока. Да, действительно, на площадке Дворца спорта собрались лучшие теннисисты Дальнего Востока. И сейчас вот мы будем наблюдать за игрой на втором столе. Это центральный стол. У нас встречаются пары, это смешанные пары, как вы заметили. Егор Тимин и Антонина Ноздреватых играют против пары в составе Дмитрия Петрук и Алины Кремер. Ну что ж, Василий Трифонович, если говорить об этих спортсменах, как бы мы охарактеризовали их? Ну, смешанные парные формируются по желанию спортсменов, независимо от региона. Поэтому вот видим спортсменов из Амурской области и Приморского края. Эта игра идет за выход в финал. Пока со счетом 2-0. Партию ведет пара Тимин и Ноздреватых. Пока счет 2-0. Игра ведется до 3 побед. Выигравшая в этой встрече пара выходит в финал. Ну и давайте проанонсируем, да, Василий Трифонович, что же мы сегодня посмотрим после этой игры. Ну, соответственно, после этого полуфинала мы посмотрим финал парного смешанного разряда. Далее у нас будет также финал женского парного разряда. Соответственно, потом среди мужчин парного разряда. Ну, а затем уже одиночные разряды мужчины и женщины. В общем, нас ждет сегодня множество очень интересных игр. И хотелось бы отметить сразу то, что есть якутские спортсмены, конечно же, в финальных играх. Это, конечно же, у нас пара Василий Румянцев-Ниргун Асабарайкин, который в рамках финала парного разряда встретится с представителями Амурской области. И еще один представитель якутской школы настольного тенниса, это у нас Василий Румянцев, поспорит за золото с Сергеем Ли с Приморского края в рамках финала одиночного разряда. Ну что ж, возобновляется у нас полуфинальная игра, вторая полуфинальная игра. Ну, что можно сказать о спортсменах, которые сейчас играют на площадке? Могу сказать несколько слов об Егоре Тимине, который является ведущим спортсменом на Дальнем Востоке. У него самый большой рейтинг, 1006 баллов по общероссийскому рейтингу. Он живет, работает в городе Уссурийске Приморского края, работает тренером по настольному теннису. И сейчас они ведут счет в этой партии. Да, сейчас по 3. Ноздреватых подает. Интересный розыгрыш состоялся, размашистый. Но закончилось это не совсем точным действием Кремер. Отличный нападающий удар совершил Егор Тимин. И эта сторона не смогла отразить этот мяч. И поэтому очко завоевали они. 5-3. Счет становится 5-3. Ну и уже 6-3. Еще одна ошибка Кремер. Счет становится уже 7-3. Ну, я думаю, дорогие любители спорта, конечно же, знают, что Дальний Восток мы принимаем не в первый раз, мы об этом уже говорили. В первый раз это состоялось у нас в 2013 году, тогда в столицу нашей республики съехалось 5 команд, ну, считая нашу.
Но в этом же случае, в этом году у нас уже количество выросло. Да? 6 команд, включая команду сборной Якутии. Ну а всего под сводами Дворца спорта оспаривают медали, соревнуются 114 спортсменов. Впечатляющая, конечно, цифра. Ну а тем временем Тимен и Ноздреватых, да, хотел сказать, укрепляет преимущество, но уже видим то, что берут они этот сет. Счет становится 2-1 в пользу пары Тимин Ноздреватых. Как я уже сказал, игра идет до 3 побед. Кто выиграет третью партию, тот становится победителем в этой встрече. Да, у нас по сетам 2-2. И сейчас, собственно, будет решаться судьба путевки в финал. Ну и вот режиссер телетрансляции предлагает нам повтор последнего действия. Видим, что у ребят хорошее настроение. Конечно, это потому что праздник спорта. Большой спортивный старт, который, кстати, да, тоже надо отметить, победители сегодняшних соревнований, конечно же, само собой, получат путевки на чемпионат России, на главный старт страны, который состоится в городе Пенза в феврале. Поедут туда победители командного первенства. Кстати, оно у нас уже завершилось, о нем расскажем позже, а также финалисты одиночного разряда. Я хочу сказать несколько слов о болельщиках. Когда проводился чемпионат Дальнего Востока в 2013 году, был большой ажиотаж, потому что очень долгое время у нас не проводился подобный чемпионат. И в воскресенье, когда проводились финальные игры, я помню, вот зал полтинника был забит до отказа. И все люди, которые пришли в этот зал, они испытали огромное удовольствие от игры ведущих мастеров. И самым последним номером обычно ставится финальная встреча в одиночном мужском разряде. И там играли, я помню, Василий Румянцев, наш лидер республики, и Иван Леонов, мастер из Сахалина. И в этой встрече с огромным трудом Василию удалось переломить ход встречи и выиграть золото мужского одиночного разряда. И я помню, была эйфория, был большой ажиотаж, и люди в течение 3 минут аплодировали, скандировали в честь нового абсолютного чемпиона Дальнего Востока Василия Румянцева, нашего лидера настольного тенниса, молодого человека из села Наяхы Усть-Лабданского улуса. Но сегодня у Василия будет еще одна прекрасная возможность снова порадовать собравшихся любителей спорта. Ведь он у нас также сегодня играет в финале мужского одиночного разряда против Сергея Ли. И этот матч, конечно же, по традиции будет заключительным в этом чемпионате. С нетерпением будем ждать. Это как бы десерт. Да. Чемпионат обычно ставится последним номером. Люди ждут, потому что есть соответствующая интрига и мотивация. И я бы сказал, что быть чемпионом в одиночном мужском разряде — это очень престижно. Да, безусловно. У нас 2 ошибки подряд со стороны пары Тимин Ноздреватых. И у нас отставание в счете сокращается. 6-5. Ух, какая размашистая у нас игра идет в полуфинале. 3-я ошибка подряд. 6-6. Буквально игра идет очко в очко. Сейчас счет становится 6-6. И отметим, что это решающий сет за выход в финал. Ну что ж такое, не получается совсем. Уже 7-6 вышли вперед у нас. Петрук Дмитрий и Кремер Алина. Тайм-аут. Да, надо, конечно же, взять тайм-аут. Егор Тимин и Антонина Ноздреватых пользуются этой возможностью. Напоминаем, что тайм-аут можно брать только 1 раз по ходу встречи. Ну и сейчас вот Антонина и Егор размышляют над тем, как же улучшить ситуацию. Помним, они вели в 3 очка, но потом ряд
ошибок вывел их соперников вперед. Ну что ж, посмотрим, как скажется взятый тайм-аут на дальнейшей игре пар полуфиналистов. Данную встречу судит судья первой категории Владимир Леонтьев. 6-8. 6-8 ведет пара Петрук-Кремер. Ну и в свою очередь тоже ошибаются. Эта пара. Алина Кремер не совсем точно сыграла. Второй раз. 8-8. Ну что ж, абсолютное равновесие, да, у нас. Достойные друг друга соперники. Здорово получилось. Скидка. Да, и по всей видимости, да, мяч не попал в стол. 9-8. Очень размашистая игра идет у нас. Ошибается Алина Кремер. 10-8. Сетка чуть не помогла. Ну что ж, дорогие друзья, вы сами все прекрасно видели. Хороший атакующий удар в исполнении Алины Кремер. Пришелся по корпусу. И Антонина Ноздреватых ничего в этой ситуации придумать не накал смогла. встречи расчет. 10-9. И, да. И, наконец, заключительный удар проводит мастер спорта России Егор Тимин. И он приносит долгожданную победу в этой встрече. Да, очень напряженная встреча, по итогам которой со счетом 3-2 победа празднует пара в составе Егора Тимина и Антонины Ноздреватых. Ну и, соответственно, они выходят в финал. Так, ну что ж, пользуясь заминкой, давайте напомним, что у нас идет чемпионат Дальневосточного федерального округа. У нас сегодня заключительный соревновательный день. Ну что ж, национальная вещательная компания «Саха» продолжает прямую трансляцию со Дворца спорта 50 лет Победы, где с минуты на минуту начнутся финальные матчи чемпионата Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Ну, как мы уже озвучили ранее, мы сегодня станем свидетелями 5 напряженнейших игр. Давайте еще раз напомним нашим друзьям. В первую очередь мы посмотрим финал в смешанном парном разряде, в рамках которого у нас встретится Егор Тимин, Антонина Ноздреватых против пары в составе Ивана Леонова и Светланы Гулаковой. Далее мы посмотрим финал среди женщин парного разряда. Соответственно, потом последует мужской финал парного разряда. Ну и потом, в свою очередь, мы посмотрим одиночные разряды, женщины. Ну и на десерт состоится финал мужской, в рамках которого у нас представитель Республики Саха-Якутия Василий Румянцев будет оспаривать золото с представителем Приморского края Сергеем Ли, который, кстати, нам очень хорошо знаком. Да, Василий Трифонович, напомню, что вместе с вами этот чемпионат будем смотреть мы, я, Власий Сергеев, и ветеран спорта, большой энтузиаст и пропагандист настольного тенниса в нашей республике Василий Трифонович Данилов. Ну что ж, Василий Трифонович, давайте, вот мы заговорили, проанонсировали про мужской финал, да? Василий Румянцев против Сергея Ли. Отличное противостояние нас ждет. И Сергей Ли вот много лет у нас провел в Якутии, радовал нас своей игрой. И сегодня вот он представляет Приморский край. Так, немного, наверное, знают, что сегодня Сергей Ли представляет сборную команду Приморского края. Дело в том, что Сергей Ли приехал где-то 6-7 лет тому назад в нашу республику. Он начал работать тренером по настольному теннису в Сунтарском районе.
Потом где-то год проработав, он переехал в город Мирный, стал там работать тренером по настольному теннису. В данное время Сергей Владимирович переехал на другую работу. Он уже тренером не работает, он работает спортивным инструктором АК «Алроса». Но тем не менее, в прошлом году Сергей не был включен в сборную команду в нашу республику, поэтому он участие не принял в прошлом году в городе Уссурийске на чемпионате Дальнего Востока. В этом году он решил участвовать в составе сборной команды Приморского края. Сергей в этом году собрался, играл вчера хорошо и заслуженно вышел в финал этого чемпионата. Да, с нетерпением мы посмотрим, с большим интересом, конечно же, будем наблюдать за игрой Сергея Василия Румянцева, но, как говорится, всему свое время. Сейчас все наше внимание будет приковано к финалу смешанного парного разряда. И вот нам представляют участников матча за золото. У нас играет Егор Тимин, Антонина Ноздреватых против пары в составе Ивана Леонова и Светланы Гулаковой. До этого мы посмотрели напряженнейшую полуфинальную игру, где вот Егор Тимин как раз вот нам его представили, и Антонина Ноздреватых в напряженнейшей игре со счетом 3-2 по сетам вырвали победу у пары в составе Петрука Дмитрия и Алины Кремер. И вот мы видим, ребята очень рады тому, что пробились в финал и имеют счастливую возможность стать обладателями золотой медали чемпионата Дальнего Востока. Представляют нам состав судейской коллегии. Отметим, что главным судьей всего чемпионата у нас является судья международной и всероссийской категории Александр Неустроев. Ну что ж, все готово для начала первого финального матча. Ну и давайте вот воспользуемся этими минутами до начала игры. И напомним, что командные соревнования у нас уже завершились. А среди женщин у нас победу праздновала команда Приморского края. Напоминаю, что это командные соревнования. В финале, кстати, представительницы Приморского края одолели команду сборной республики Саха-Якутия. Третьи места разделили между собой команды Магаданской области и Хабаровского края. Что касается сборной команды республики, среди женщин в командном соревновании отметим то, что они в полуфинале со счетом 3-1 выиграли у действующих чемпионок представительниц Хабаровского края. Ну что ж, а давайте теперь посмотрим на командные соревнования среди мужчин. Там победу праздновала также команда Приморского края. Такой вот золотой дубль в командных соревнованиях. Ну и в свою очередь сборная команды нашей республики также заняла второе место, стали обладателями серебряных наград. Ну и третье места у нас разделили команды Амурской области и Хабаровского края. Кстати, практически одинаковая итоговая ситуация у нас получилась в командных соревнованиях. Ну что ж, и мы сейчас готовы начать финал смешанного парного разряда. Иван Леонов и Светлана Гулакова на ваших телеэкранах. Видим, что спиной к нам Тимин и Антонина Ноздреватых. Начинается игра. Первое очко берет команда в составе Ивана Леонова. Ну что ж, в самом начале первого сета 3 очка. На 4 очка Да, уже вырывается 4. вперед пара Леонов, Гулакова. Ну что ж, 5-0. Ноздреватых атакующим ударом не попала в стол. Леонов и Гулакова пара подает, но тут в свою очередь уже
Тимин не попадает. И таким образом серьезный такой уже задел, да? Счет становится уже 8:0. 8-0. Ну что ж, это серьезная заявка, да, в первом сете. Ошибается Леонов. И еще одна ошибка сразу последовала. Девять. 2. Ну, пока, да, в данный момент у нас много ошибок. Ошибка за ошибкой. 4-10. В пользу пары Леонов-Гулакова. Ну, надеемся, что сейчас спортсмены разыграются. И мы будем уже наблюдать за более продолжительными розыгрышами. С наличием вот примерно таких вот интересных ударов. 5-10. Вот быстро закончилась первая партия. Настольный теннис — это очень динамичный и очень быстрый вид спорта, поэтому события развиваются стремительно. Не прошло и 3 минут, а сразу закончилась первая партия за счетом 11-5 в пользу пары Леонов и Кулакова. Да, сейчас давайте посмотрим за повтором результативных действий. Было очень много ошибок. Сразу вот команда пара в составе Ивана Леонова, Светланы Гулаковой обеспечила себе серьезное преимущество. Ну и им удалось удержать это преимущество до конца первого сета. И таким образом, да, ведет пара Леонов-Гулакова по сетам 1-0. Второй сет. Один-один. Атаковала Антонина Ноздреватых по диагонали. Хотел бы сказать о судьях. Вот финальную встречу смешанных пар судят судья первой категории Иванов Пантелеймон и судья первой категории Рахлеев Леонард. Им помогают боковые ассистенты, которые тоже на табло показывают результат, счет игры. Да, сейчас 2-4. В пользу пары Тимин-Ноздреватых. Здорово атаковал Иван Леонов. Да, он провел отличный нападающий удар, и который принес очко. И вот сразу же хорошую скидку. Вот небольшая скидка, Да. и Тими не успел дотянуться до мяча. 4-4. Но тут уже Светлана Гулакова приносит очко и выводит свою пару вперед. Шесть 4 уже. Но тут уже можем заметить, что настроение Егора Тимина, Антонина Ноздреватых уже меняется. В начале матча, так и по ходу первого сета ребята улыбались. Но сейчас уже надо как-то активизироваться, с другим настроем играть. Потому что
отдать второй сет, то будет уже сложная ситуация. Активно, кстати, вот Егор и Антонина обсуждают ход игры, планируют. Хорошая атака. Вообще вот смешанный парный разряд это довольно-таки сложный вид этого спорта, потому что пары должны иметь полное взаимопонимание. И самое главное это мобильность, потому что мячи летят очень быстро, и поэтому, чтобы не мешать друг другу, они должны быстро перемещаться. Быстро перемещаться и одновременно Ну, читая, да, одновременно читая движения соперников и товарищей по команде. естественно, потому что они должны наблюдать, какой удар проводят противники, и быть готовым к этому, и отражать удары. У нас близится к концу второй сет. 10-8 в пользу Леоновой и Гулаковой. Еще одна ошибка, 2 ошибки к ряду. 10-9. Тимин подает. И Настреватых Совершает ошибку. тонко хотела сыграть, но не Да. получилось. 11-9. И таким образом у нас счет уже становится 2-0. 2-0 по сетам. Пара в составе, вот они у вас на телеэкранах. Иван Леонов, Светлана Гулакова. Пока что без особых проблем, да. Игра идет, может быть, не самая зрелищная, как хотелось бы. Есть ошибки, но уверен, ребята разыграются. Иван Леонов очень опытный мастер из Сахалинской области. Как я уже говорил, в 2013 году он играл в финале с Василием Румянцевым и продемонстрировал очень зрелую и техничную игру. Вот в подтверждение вашим словам, Василий Трифонович, нам только что повторили удачно атакующее Повтор. действие Ивана. Ну что ж, будет очень интересно наблюдать за тем, как дальше у нас будут развиваться события. Ну, а пока что у нас, видим, уже 2 очка. А пара Ивана и Светланы уже заработала. Вот Егору Тимину удалось отразить такой удар издалека. Удар Светланы Гулаковой. Он сумел отразить. Да, мощно, конечно же, в этом Да. эпизоде атаковала Светлана Гулакова. — 3-1. Вернее, 1-3. Ошибается Гулакова. Очень хороший удар проводит Егор Тимин. Ну, вообще хотелось бы отметить, да, то, что Якутск имеет богатый опыт в проведении особенно вот больших соревнований по настольному теннису и особенно Дальнего Востока. Вот мы уже напоминали о том, что первый дальневосточный чемпионат у нас прошел в 2013 году. Также в 2016 и 2017 Якутск принимал первенство Дальнего Востока. Ну, а также в 2016 еще и был чемпионат среди ветеранов. Так что с уверенностью можно сказать, что якутская сторона имеет богатый опыт в проведении организации соревнований такого масштаба. 6-4. Тем временем Ноздреватых не попало в стол. Вот спортсмены применяют разные способы ударов. Сейчас Иван Леонов провел подачу
нижним вращением, очень сильным. Егор Тимин успешно атаковал в данном случае. Хорошее вращение дал мячу. И еще раз. Здорово разыгрался Егор Тимин. Очень сильно атаковал. И Иван Леонов, его блок, противодействие ничем не помогло. 8-6. Сетка играет против пары Наздреватых Тимин. Счет становится критическим. 10-6. Ну что ж, сейчас 7-10. Да, не получилось, к сожалению. 11-7. Вот и закончилась встреча со счетом 3-0. Выиграла пара Леонов, Булакова. Да, а по сумме, 3 сета взяли. Напомню, что первый сет завершился 5-11, второй сет завершился счетом 9-11. Ну и заключительный сет у нас закончился со счетом 7-11. Ну что ж, 3-0 более чем уверенная победа пары в составе Ивана Леонова и Светланы Гулаковой. Поздравляем их с тем, что они становятся чемпионами Дальневосточного федерального округа по настольному теннису в смешанном парном разряде. 2018 года. Да. Также поздравляем мы Егора Тимина и Антонину Наздреватых с серебряными наградами. Во втором сете навязали они борьбу, но все-таки вот пара Леонов и Гулакова оказалась сильнее. Что и мы видим на табло. Ну что ж, мы уже в скором времени начнем просмотр финала парного разряда среди женщин. Давайте посмотрим. Встретятся там у нас представительницы Приморского края Виолетта Сафина и Алина Кремер. Они будут противостоять паре из Хабаровского края в составе Антонины Наздреватых. Второй финал подряд у Антонины будет. И вместе с Антониной на площадку выйдет Евгения Ветрик. Игра будет также проходить на центральном столе. Если же ранее, да, на предыдущих стадиях чемпионата было 9 столов, и соревнования проходили одновременно на 9 столах, то сейчас мы видим то, что один стол у нас стоит, и все финальные игры будут проходить именно на нем. Ну что ж, а мы сейчас приветствуем участниц финала парного разряда среди женщин. У нас команда сейчас в данный момент представляет пару из Хабаровского края Антонина Наздреватых и Евгения Ветрик. Вот Антонина только что отыграла один финал и уже вот сейчас вновь на площадке и вновь будет спорить за золото, оспаривать золото. А против этой пары будет играть пара из Приморского края в составе Виолетты Сафиной и Алины Кремер. Дорогие друзья, это у нас уже второй финальный матч заключительного дня чемпионата Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Нас впереди после этой игры ждет еще 3 не менее интересных встречи также за первое место соревнований. Ну а сейчас мы сконцентрируем все наше внимание на противостояние пар Сафина-Кремер и Наздреватых-Ветрик. Ну и продолжая наш разговор о чемпионатах Дальнего Востока прошлых лет, давайте посмотрим, чем же отличилась наша команда
А в 2017 году тогда в личном зачете среди мужчин бронзовую медаль завоевал Нюргун Сабарайкин. В парном мужском разряде на третьей ступени пьедестала чемпионата завершила пара в составе Никиты Евсеева и Михаила Кылабысова. Ну и в командном первенстве как мужская, так и женская команда удостоилась бронзовых медалей. 1-1 в начале первого сета. Дважды, да, подряд Ноздреватых здорово атакует. 3-1. Три. Вновь Антонина Ноздреватых мощным атакующим действием записывает актив своей пары очередное очко. 4-4 у нас равновесие. Опять 4. Сафина и Кремер вышли вперед. Ошибка. Ветрик. Тоже неточное действие от Кремер. Ну что ж, Василий Трифонович, если говорить о участницах финала, кому бы вы дали предпочтение? Ну, надо сказать, что особого предпочтения кому-либо отдавать в этой встрече очень проблематично, потому что они примерно, у них уровень игры одинаковый. Все хорошо известные мастера малой ракетки. Вот Сафина, Кремер, Ноздреватых. Они давно уже играют в составах сборных команд своих регионов, поэтому игра будет напряженная. Поэтому сейчас игра идет очко в очко, поэтому я побоюсь сказать, что кто-либо возьмет предпочтение. Но в теннисе ничьих нету, поэтому какая-то пара должна победить. Да, победитель, конечно же, будет у нас один. Да. Ну и сейчас, чтобы взять первый сет, ближе пока что пара Ноздреватых Ветрик 9-7. Ноздреватых подает. И Сафина. Вот отличный удар проводит Кремер. И завоевывает очко нужное в данный момент. Очень сложная подача у Сафиной, поэтому многие затрудняются ее принимать. Со сложным вращением. И атакует Ветрик. Тем самым... Да, очень хороший удар. И ставит точку в этой партии. 11-9. Напряженная первый сет у нас получился, да? 11-9. В пользу пары Ветрик Ноздреватых. Очень важно здесь присутствие тренера или советчика, да, потому что когда спортсмен сам играет, он не может замечать своих ошибок, а со стороны все виднее, поэтому советы тренера, они очень бывают полезны.
И тренер имеет право, как и игроки, взять тайм-аут, давать необходимые советы, изменить что-то в игре, тактику игры. Ну, то есть, да, внести определенные коррективы, если это Да. требуется. Если это требуется обязательно. Да. Непродолжительный розыгрыш закончился неточным действием Антонина Ноздреватых. 2-1. Ну и такой ответ, да, от Кремер. 2-2. Вот какой обманный удар в левую сторону стола совершает Сафина. Ну, очень интересный розыгрыш получился. Его там не ждали, поэтому не смогли достать этот мяч. Два 4. Мяч чуть было не опустился на другую сторону стола, потом ушел в аут. Ну и Сафина в очередной раз удачно атакует. Шесть 3. Ну, такое тоже бывает. Четыре 6. Ну, срезался мяч. У Сафиной. Шесть 6. Совсем, да, не получилось. Вообще в арсенале ведущего спортсмена, да, очень много приемов разных, да, при помощи которых они добывают нужные очки. Это разные удары, типа топ-спин, справа, слева. Часто используют спортсменами это мяч летит с высокой скоростью и очень сильным верхним вращением. И отразить такой удар обычно бывает очень сложно. Нужно очень постараться попасть на другую половину стола. Поэтому у всех, практически у всех идущих игроков вот применяется топ-спин. Обычно справа. И слева тоже некоторые делают. Различного рода скидки, подрезки. Это излюбленные приемы. Ну, помимо самих приемов, есть также стили игры. Некоторые игроки играют, используя в основном защитные действия, да, и играть на контратаках. Да, сейчас тенденция, скажем, в мировом настольном теннисе, да, идет только от нападения. Чистых, скажем, защитников осталось единицы, да, потому что, как говорится, атака лучшая защита. И атаковать, скажем, в настольном теннисе всегда атакующий имеет какое-то преимущество. А доставать такой сложный мяч с такой скоростью и издалека очень сложно бывает. Поэтому атаковать всегда выгоднее. Поэтому идет игра только от атаки. Ну что ж, у нас 11-9. Счет сравнялся, да. Да, и 1-1 по сетам. Ну что ж. Идет очень упорная игра. Они примерно равные. И сейчас сложно будет кому-то отдавать предпочтение. Да, 1-1 по сетам. Причем первый сет завершился с таким же счетом, но в пользу пары Ветрик и Ноздреватых. В этом же случае Сафина и Кремер
сравнивают положение. Ну что ж, и Начинается третья партия. Очень хороший удар проводит Сафина. И добывает первое очко в этой партии. еще, Да. еще раз Какое замечательно вращение действует. придает. Да. И сразу вырывается вперед. 3-0. Ну, в данном случае Кремер Ошибается. чуточку не попало. 1-3. И вот, да, польза от скидок, да? Да. Своевременная, хорошая скидка получилась. Четыре 2. Отличный удар. Кремер проводит. 5-2. Ну и вновь Сафина здорово атакует, вынуждая соперника отправлять мяч за пределы стола. 3-6. Еще одна ошибка. 7-3. Ну и на сей раз Кремер не точно играет. Семь 4. Если говорить о паре Виолетта Сафина, Алина Кремер, представляют они Приморский край. Обе являются мастерами спорта. А вот их оппонентки Антонина Ноздреватых и Евгения Ветрик из Хабаровского края являются перворазрядниками. Девять 6. Очко в очко у нас идет игра. 8-9. Здорово. Хороший удар. Да, что Кремер, что Сафина в таких ситуациях не прощает. Хотела Ноздреватых также продемонстрировать, да, свой атакующий удар, но не точно. 11-8. 11-8. И Счет пока 2-1. да, 2-1 в пользу пары в составе Сафины и Кремер. Кстати говоря, да, об этой паре Виолетта Сафина и Алина Кремер на стадии полуфинала со счетом 3-0 выиграли у представительниц Якутии Ольги Тихоновой и Катя Лопах. Екатерины Лыпаховой. И за счет этой победы они сейчас борются за золото чемпионата. Ну что ж, 2-1 по сетам и 1-0 в начале этого сета. Напоминаем вам, что это у нас финал женского парного разряда.
встречаются у нас Антонина Наздреватых и Евгения Ветрик. По телевизионной картинке вот они ближе, спиной к нам. Ну а вот уже эта пара Виолетта Сафина и Алина Кремер. 4-2. Ух, как здорово Сафина, да, атаковала. Четыре-три. Ну, раз на раз не приходится, в этом случае Сафина ошиблась. Кремер. Когда при подаче мяч задевает сетку, производится переподача. Ну и Ветрик в этом случае отправила мяч за пределы игровой зоны, соревновательной зоны. 5-5. Счет сравнялся. Здорово двигаются девочки. Кремер в свой актив записывает еще одно результативное действие. Наздреватых не попадает в стол. И счет становится 7-5. У нас на площадке стоят 3 табло, на которых вот показывает счет. Поэтому зрителям удобно. Они знают, с каким счетом играют пары. Наздреватых не получилось в данной ситуации отправить мяч по ту сторону сетки. 7-8. Интересный розыгрыш получился. Длинные мячи. Девять 7. Сафина. Здорово. Какой хороший удар. И Ветрик мяч Всё. отправляет не в ту сторону. И 11-7. Поздравляем победительниц. Ну и давайте еще раз будем чествовать. Присоединяемся к поздравлениям. И поздравляем Виолетту Сафину, Алину Кремер, представительниц Приморского края, с победой на чемпионате Дальневосточного федерального округа в женском парном разряде. Ну что ж, мы видим, что первый сет был не самым лучшим для них, но потом уже 3 победы к ряду и золото чемпионата Дальнего Востока. Антонину Наздреватых и Евгению Ветрик из Хабаровского края поздравляем с серебряными наградами. Ну и в скором времени на паркет Дворца спорта 50 лет Победы состоится также финал парного разряда, но уже среди мужчин.
И вот тут, я думаю, нашим дорогим друзьям, телезрителям, болельщикам, любителям спорта будет ну, немножечко интереснее, потому что играют Да, наступает долгожданный да, момент. спортсмены из Мы этот Якутии. момент ждали целых 4 дня ждали. Наконец-то будут выступать наши спортсмены. Да, Василий Румянцев и Ниргун Сабарайкин, наши теннисисты, а им будут противостоять представители Амурской области Андрей Ильяшенко и Павел Бреднев. Спортсмены из Амурской области, Ильяшенко и Бреднев, к сожалению, мы о них много рассказать не можем, потому что о них мы практически ничего не знаем, но знаем одно, что они давно занимаются настольным теннисом, имеют хорошие спортивные показатели, что они продемонстрировали вчера в предварительных играх. Им противостояла грозная пара в составе мастеров спорта Бутулев Михаил и Сергей Ли. И вот эти ребята не стушевались перед грозными соперниками, играли раскованно, раскрепощенно, свободно. И в результате со счетом 3-2 они выиграли у двух мастеров спорта. Это дорогого стоит. Поэтому совсем не зря, они вполне заслуженно сегодня вышли в финал чемпионата Дальнего Востока. Да, но тут вот как раз, да, продолжая рассказ об их заслугах, да, заслугах на этом чемпионате, стоит отметить, что и Ильяшенко, и Бреднев имеют первый спортивный разряд. Да. И одержали победу над мастерами, да? Поэтому парный разряд – это вид особенный. Там не столько, скажем, ранние заслуги, там класс игры и так далее. Это совсем другой вид спорта, где нужна мобильность и взаимопонимание между спортсменами. Поэтому всякое может быть в парном разряде. Ну а что касается нашей пары в составе Василия Румянцева, мастера спорта, и кандидата в мастера спорта Ниргуна Сабарайкина, то наши спортсмены в предыдущей стадии, ну то есть в полуфинале, одержали победу со счетом 3-1 над парой в составе Алатырцева и Пешко. Да, это была очень напряженная встреча, потому что вот пара, которая Алатырцев и Пешко, это очень хорошие ребята, очень хорошая пара. И игра прошла очень напряженная, получилась очень напряженной и упорной. Да? В результате все-таки вот наши спортсмены смогли доказать свое превосходство и вырвать победу, выйти в финал. Да, и этот финал обещает быть очень интересным. Посмотрим, что противопоставит, да, вот такая интересная пара из Амурской области, которая одержала победу над мастерами. Посмотрим, что они смогут Противопоставить. да, нашим спортсменам. У нас небольшая заминка. Спортсмены в скором времени появятся на площадке. Ну, а для тех, кто, может быть, только присоединился к нашей телетрансляции, напоминаем, что это чемпионат Дальневосточного федерального округа, который проходит у нас в Якутске под сводами Дворца спорта. 50 лет Победы. Большой старт, ответственный старт, праздник настольного тенниса. Второй раз в Якутске. Еще раз напомню, что в 2013 году он был проведен впервые. И спустя ровно 5 лет, вновь сильнейшие теннисисты Дальнего Востока скрестили ракетки на якутской земле. Ну, а сейчас давайте поприветствуем участников финала парного мужского разряда. Это у нас, как мы уже говорили ранее, представители Амурской области Андрей Ильяшенко, Павел Бреднев. И против них будут играть представители сборной Республики Саха-Якутия Василий Румянцев и Ниргун Сабарайкин. Представляет нам состав судейской коллегии. Ну и у нас, собственно, все готово для начала долгожданного финала. Данную финальную встречу будут судить судьи из Сахалинской области, которые приехали помогать в организации судейства данного чемпионата. Коротко могу сказать, добавить, что насчет главного судьи
мы уже рассказали. Помощником главного судьи работает у нас судья всероссийской категории Алексеев Александр Алексеевич, а также судья первой категории Лопахов Алексей Иванович из города Ленска. А главным секретарем работает судья первой категории Платонов Михаил Григорьевич. Кроме того, у нас работают судьи на столах, где-то больше десятка судей, которые обслуживают вот данный турнир. Пока, надо сказать, что турнир идет очень организованно, никаких протестов и не поступало, как мне известно, поэтому судьи добросовестно выполняют свои обязанности. Ну да, действительно, и это учитывая то, что Якутск уже проводил чемпионат Дальнего Востока дважды, первенство Дальнего Востока. Да, Дети Азии. Да, опыт проведения масштабных соревнований, безусловно, есть, и он определенно сказывается в положительном ключе и на нынешнем чемпионате. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на всякий случай отметим, что наша пара в составе Василия Румянцева и Нергуна Сабарайкина вот играет в более таких темно-синих футболках. Ну и, соответственно, в голубых майках, в голубых футболках у нас их оппоненты. Андрей Ильяшенко, Павел Бреднев из Амурской области. К этому времени в зале Дворца спорта накопилось большое количество болельщиков. Они, конечно, будут наблюдать за игрой финального поединка и будут, конечно, естественно, болеть за наших ребят, за Васю Румянцева и Нергуна Сабарайкина, которые будут представлять цвета сборной нашей республики. Ну, Василий Трифонович, я уверен, что вы вчера, может быть, даже сегодня общались как с Василием, так и с Нергуном. Что они говорили, какими впечатлениями делились, каков был настрой? Но я с ними разговаривал сегодня утром, да, сказали, что настрой нормальный, боевой, так что они будут, и я думаю, они будут играть до последнего, будут сражаться за заветную медаль, Золото. золотую медаль. Ну Держим кулачки и болеем. Долгожданный финал начался. И видим, что сразу чувствуется, что публика заметно оживилась. Как весело началась эта игра у нас. 1-2 впереди пара Румянцев-Сабарайкин. Здорово! Ну, вы сами все прекрасно слышите. Это был отличный удар Нергуна Сабарайкина. Тяжело было вытащить, да, но тем не менее Нергун справился на радость собравшимся зрителям. Тем временем счет становится 4-2 в пользу нашей пары. Василия очень сложная подача. Он обычно подает укороченную подачу с тем, чтобы соперники не могли сразу начать атаку. Надеемся, что это еще не раз принесет плоды по ходу данной встречи. 3-4. Такой быстрый и точный удар проводит Василий Румянцев, который приносит заветное очко. Счет 5-3. Ну что ж, потихоньку преимущество в счете растет. 6-3. Мы тут несколько недопоняли друг друга. В зале чувствуется просто невероятное напряжение в воздухе. В данном случае сетка сыграла за представителей Амурской области.
В свою очередь, те, конечно же, принесли свои извинения. Но это этикет, да, в настольном теннисе. Да, вроде этого. Когда мяч задевает сетку или ударяется о край стола, спортсмен обычно делает такой Да, жест. поднимает мол, руку. Мол, я не хотел, но так получилось. 8-5. И как здорово. Отличный удар проводит Василий Румянцев. Какой удар. 9-5. Десять пять. Ну что ж, интересный такой розыгрыш получился, короткий. Ой-ой-ой. Не получилось в этом случае правильно подставить ракетку Румянцеву. 10-6. Вот какой хитрый удар. Василий ждал с левой стороны, а мяч пришелся по правую сторону стола, и он не смог достать. И есть. 11-7. А победа в первом сете одерживает у нас наша пара в составе Василия Румянцева и Ниргуна Сабарайкина. Ну что ж, Хороший результат. 11-7. очень интересная игра у нас идет. Вот как я уже сказал, вот данный поединок судят двое судей из Сахалинской области. Согласно правилам, один судья должен стоять, поскольку он должен наблюдать, как подают свои подачи участники соревнований, потому что нужно правильно попасть на тот квадрат стола. Влево И, от... да, там есть разметка, линия, и за этим попаданием должен следить судья, ведущий данную игру, поэтому он должен судить стоя. Ну вот еще раз насладимся красивыми моментами первого сета. Ну, спортсмены продемонстрировали хорошую игру, да? Каждый розыгрыш получался очень интересным. И у нас второй сет начинается с такого вот Ребята хорошей из Амурской атаки. области очень молодые, задорные и играют с огоньком. Да, и как мы уже отмечали ранее, да, вот эта пара из Амурской области, Ляшенко, Бреднев, выбили из турнира Да, Бутылева и Ли. это дорогого стоит. Одержали победу над мастерами. Ну, как мы знаем, в финале случайных людей, случайных спортсменов в любых соревнованиях не бывает. Ребята заслужили это право, и сейчас вот они пока что ведут. 3-1. Четыре-два и небольшая пауза. Ильяшенко не точно действовал в этом эпизоде. 3-4. Ну и теперь уже Бреднев слишком далеко сыграл. Очень хорошая подача с сильным вращением. По 4. Ильяшенко попадает в сетку, как мы видим. 4-5. Очень хороший розыгрыш получился. И наши ребята сумели завоевать очко.
очень нужное в данный момент. Они ведут пока 6-4. И подает наша пара. И тут сетка вновь сыграла за уже второй раз по ходу данной встречи за представителя Амурской области. 6-5. Напоминаем вам, дорогие друзья, что это у нас финал парного мужского разряда. Восемь, 6. Напряжение нарастает. Да, только хотел сказать, что представители Амурской области нервничают, это заметно, то что вот череда ошибок, как тут Сабарайкин тоже допустил неточность. Но тут же исправился, да, отметил. Мергун хитроумно перевел мяч на другую сторону стола. И тут же Бредня проводит отличный атакующий удар. Ну что ж, 10-8 в пользу пары, якутской пары. Не точно. 10-9. Ну что ж, было бы здорово взять второй сет. Здорово. Отличный удар. Со счетом 11-9 завершается вторая партия. Наши ребята пока впереди. Счет по партиям пока 2-0 в их пользу. Ну, второй сет получился напряженным, да, уже как-то навязали настоящую серьезную борьбу вот представителям Амурской области. Да. Второй сет очень напряженным получился. Вот когда идет розыгрыш, в зале у нас стоит абсолютная тишина. Напряжение в зале просто впечатляет. Ну а радует нас то, что в настоящий момент со счетом 2-0 по сетам ведет все-таки наша пара в составе Василия Румянцева, Нергуна Сабарайкина. Очень интересные у них соперники в финале в лице Андрея Ильяшенко и Павла Бреднева, которые уже удивляли, приносили сюрпризы по ходу этого чемпионата. Ну что ж, третий сет. Начинается с ошибки Бреднева. 1-0. Хотел Румянцев сыграть на край стола. Не получилось. 1-1. Два 1. Хороший ритм демонстрирует. Да, вперед спортсмены. вырывается пара из Амурской области. Нашим надо догонять.
Не попал в стол Бреднев. Нюргон так закрутил мяч, сильно закрутил, поэтому Павел не сумел попасть по столу. И мяч летит в аут. Надо догонять. Да, досадная ошибка. 4-2 в пользу Андрея Лишенко и Павла Бреднева. Ну, представители Амурской области также ошибаются. Четыре-три. Ну что ж, 3-5. Надо нашим ребятам как-то активизироваться. Ну, тут Отличный нападающий удар проводит Яшенко. И делает счет 6-3. ну вот, здорово действует наша пара. Шесть-четыре. Ну, стоит отметить, что процент брака, да, в третьем сете с обеих сторон как-то повысился. Потому что вот игра идет очень упорная, напряженная. Накал растет, поэтому иногда ошибаются спортсмены. Ну что ж, 5-7. Идет у нас третий сет, и здорово. Молодец, Нюргон. В живот сыграл Нюргон по корпусу, здорово. И Лишенко ошибается. 7-7. Здорово. Хорош. 8-7. Как же красиво получилось. Теперь ошибается Павел Бреднев. 9-7. И тайм-аут берет команда, пара из Амурской области. Безусловно, им надо сейчас подумать, поразмышлять, внести определенные коррективы, чтобы попытаться перевести игру на следующий сет, да? Да. Но нашим ребятам всего ничего-то мало остается до заветных медалей чемпионата. Первый сет, напомню, завершился счетом 11-7 в пользу наших теннисистов. Во втором также победу одержали наша пара со счетом 11-9. И сейчас Решающая третья партия. Да, решающая третья партия 9-7. 9-7. Ну, в какой-то момент здорово разыгрались, да, Лишенко, Бреднев. Ну, Да, в начале партии они были впереди. Они вели в счете. Но нашим ребятам удалось догнать своих соперников. догнать и сейчас, перегнать. Да, сейчас необходимо дальше продолжать в таком же духе, набирать очки. Ну что ж, внимание. Ну что ж, длинные мячи у нас пошли. Интересный, очень зрелищный розыгрыш. 9-8. И такая вот ошибка. Отличную подачу подает Нюргон. И Павел не смог принять ее.
что ж, Очень важное очко завоевали наши ребята. Сейчас надо принять подачу. 8-10. Здорово! Отлично. Не смолкают аплодисменты в зале. Да, давайте и мы похлопаем. Весь зал хлопает новым чемпионам в мужском парном разряде. Нашим ребятам Василию Румянцеву и Нургуну Сабурайкину. Они чемпионы в мужском парном разряде в чемпионате Дальневосточного федерального округа по настольному теннису 2018 года. Ну что ж, Молодцы. мы видим, как счастливы собравшиеся зрители. Я уверен, что также за них, за наших ребят рады и наши телезрители. Ну и рады, конечно же, и мы с Василием Трифоновичем. Очень хорошую игру продемонстрировала наша пара в составе Василия Румянцева и Нургуна Сабарайкина. Здорово, здорово. Хорошую игру. Очень уверенно провели финальный матч. Да, 7-11, 9-11 и 8-11. 3-0. Уверенная, хорошая победа. И поздравляем Василия с Нургуном с тем, что они стали триумфаторами чемпионата Дальнего Востока в парном мужском разряде. Ну Молодцы. а Андрей Ильяшенко и Павел Бреднев, которые в свое время, да, по ходу турнира преподнесли такой сюрприз, пару сюрпризов, одолев более мастеровитых и именитых спортсменов. Вот темная лошадка, скажем так, да, вышли в финал, ну и ничего не смогли противопоставить нашим теннисистам. Мы поздравляем представителей Амурской области с тем, что все-таки порадовали якутских зрителей своей игрой. И, конечно же, тем, что стали хозяевами серебряных медалей. Вот видим пара Кремер вот пожимает руку, и Сабарайкин у нас на пьедестале. Это у нас бронзовые призеры чемпионата ДВФО в смешанных парах. Это у нас, давайте еще раз, Петрук и Кремер, представители Уссурийска, города Уссурийска. А сейчас уже поздравляют Петрову и Сабарайкина. Петрова из Артинского вуза и Нургун Сабарайкин из Серафимского вуза. Они заняли почетное третье место в смешанном парном разряде. Ну а вот уже приглашают серебряных призеров смешанного парного разряда. Это у нас Тимин, Егор, да, и Настреватых, Антонина. Да, вот видим то, что награждение проводит начальник управления физической культуры и спорта и массового спорта Николай Гаврилевич Цепандин. Ну что ж, поздравили мы Егора Тимина и Антонину Ноздреватых с серебряными наградами. И теперь вот победители: Иван Леонов и Светлана Гулакова. Очень зрелищный нам финал продемонстрировали эти пары. И вот Иван Леонов и Светлана Гулакова. Триумфаторы данных соревнований. С чем мы их и поздравляем. Вот они, победители и призеры в смешанном парном разряде чемпионата Дальневосточного федерального округа. Начинается награждение в парном разряде судей женщин. Награждение производит главный судья соревнований, судья всероссийской категории. Да, сейчас будем чествовать призеров и победителей
парного разряда. Женщины. Женский парный разряд. И мы приветствуем обладательниц бронзовых наград. Это, конечно же, наши девчонки Ольга Тихонова, Екатерина Лыпахова. А вместе с ними на третьей ступени пьедестала представительницы Приморского края Гулакова и Дударь. Второе место заняли Наздреватых Антонина и Ветрик Евгения. Ну и приветствуем серебряных призеров. Это у нас Евгения Ветрик и Антонина Ноздреватых, извините, представительницы Хабаровского края. Награждение проводит главный судья чемпионата, судья международной и всероссийской категории Александр Неустроев. Поздравляем мы Антонину Ноздреватых и Евгению Ветрик. Ну и что ж, и обладатели золотых медалей Алина Кремер и Виолетта Сафина. Город Владивосток. Да, представляет Приморский край. Обе спортсменки являются мастерами спорта. И на этом чемпионате девушки подтвердили свой столь высокий статус. Ну и, наверное, дорогие друзья, вы уже догадались, что следом пойдет награждение также парного разряда, но теперь уже среди мужчин. Но мы давайте еще раз посмотрим на этих девушек, которые, как выявил чемпионат, являются сильнейшими Женскими парами. да, в женском парном разряде на всем Дальнем Востоке. Ну что ж, и мужчины. Председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, президент Ассоциации Саха-Спорт Александр Николаевич Кимен. Третье место разделили Тимин Тимур и Петров Георгий, Приморский край, Ялальцев Константин, Тишко Олег. Ну и от рук Александра Николаевича Кимена сейчас бронзовые медали получат следующие пары. Это у нас Алатырев и Пешко, которые вот только что забрались на третью ступень пьедестала. Ну и, конечно же, пара в составе Тимина и Петрука. Вот именно эти спортсмены удостоились бронзовых наград чемпионата в парном мужском разряде. Ну, вообще, конечно, особое внимание якутских зрителей, телезрителей было приковано именно к парному разряду, так как там, конечно же, выступали наши спортсмены. Ну и сейчас с аплодисментами зрители приветствуют представителей Амурской области. Это Павел Бреднев и Андрей Ильяшенко. Закончили они соревнования на второй ступени пьедестала почета. Поздравляем представителей Амурской области. Не раз мы отмечали то, что по ходу соревнования вот Ильяшенко в паре с Бредневым устроили сюрпризы. В том числе победили неожиданно мастеров спорта Бытылева и Ли Сергея. Но в финале они
ничего не смогли противопоставить нашим теннисистам, которым аплодируют все трибуны. Зал буквально взорвался аплодисментами. На первую ступеньку пьедестала приглашают наших спортсменов. Это Василий Василий Румянцев. Румянцев и Нургун Нургун Сабарайкин. Сабарайкин. Лучшая мужская пара чемпионата. Приятно видеть наших ребят на высшей ступени пьедестала. Да, еще раз поздравляем Василия и Нюргуна, всех людей, которые причастны к их тренерскому, к их тренировкам, к их подготовке. Ну и поздравляем всех вас, дорогие любители спорта, в частности настольного тенниса, с этим замечательным и знаменательным успехом. Медаль также получает Светлана Николаевна Башарина, тренер, которая вырастила этих чемпионов. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Желаем вам здоровья. Занимайтесь спортом, живите спортом, болейте спортом. До скорых встреч в эфире. До новых встреч!